Я тебе, Господь, хвалу мою, я твои великий мой Отец, ты мой Творец, ты мой Творец, ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, хвалу мою, дела твои великий мой Отец, ты мой Творец. Возношу свои ручи гора, возношу свои руки к небу, я познал, что Господь есть Бог, и на земле небеса. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, хвалу мою, дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец, ты мой Творец, ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, хвалу мою, дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец. Я тебе, Господь, хвалу мою, дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец, мой Творец, ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, хвалу мою, дела твои велики, мой Отец, ты мой Творец, мой Творец. Доброй субботы, дорогие братья и сестры. Те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, мы также приветствуем вас. Слава Богу за этот прекрасный день, за субботу, которую Господь дает нам, когда мы можем прославить нашего Господа. И тем более, что сегодня особенная суббота, это суббота, когда мы отмечаем Божье творение. И сейчас мы в пении могли услышать, как удивительные и чудные дела Божьи. И сейчас мы также с вами продолжим размышлять на тему о Божьем творении, каким же удивительным и прекрасным Бог создал наш мир. Очень хорошо, что мы сейчас могли увидеть вот эту вот удивительную красоту, величия Божьего в таком многообразии, знаете, в бесконечности, да, в бесконечности нашей Вселенной и в микроне, который сейчас увидели дети в этом прекрасном ролике. Но интересно, что сегодня существуют различные теории происхождения нашей Земли и всего живого на нашей планете. Их не так много, но они есть. Одна из гипотез – это гипотеза Канта, согласно которой все произошло из газа и пыли на протяжении миллиона лет, все это формировалось, и вот появилось то, что сегодня у нас есть. Видно, да? Эта теория предполагает стечение определенных обстоятельств, благодаря которым все появилось в нашей Вселенной. Другими словами, все произошло
по какому-то делу случая. Вот если бы чего-то не было, вот в этой ситуации, то, может быть, и ничего не было, и нас бы с вами не было. Второе утверждение – это то, что у всего, что есть в нашем мире, есть Творец, что есть Бог, который создал все. Нашу Солнечную систему, нашу галактику, Вселенную, ну и в том числе нас с вами. В какую теорию легче поверить? В теорию случайности или в то, что есть разум, есть Бог-творец, который дал всему жизнь? Давайте сегодня с вами посмотрим на некоторые, ну, может быть, доказательства того, что в нашем мире сегодня все не случайно. Что есть определенные законы, есть определенные закономерности. Ну и мне, конечно, нужна будет помощь наших молодых людей, которые будут помогать нам и на интересные вопросы отвечать, и библейские стихи они мне помогут сегодня тоже будут читать. Существует первый момент, о котором я сегодня хотел бы поговорить. Существовали и даже сегодня существуют разные представления также относительно формы Земли. Да, не удивляйтесь. Раньше, когда не было телескопа, когда наука не столь была развита, как сегодня, было утверждение, что наша Земля плоская. Ну и, может быть, кто-то помнит школьную программу, было такое представление, что наша Земля находится на китах, да, значит, она плоская, значит, вот такие вот интересные идеи выдвигались. Были также представления о том, что Земля и круглая, шарообразная, эллипсообразная. Вот можете посмотреть, каким образом у нас сегодня, благодаря современным технологиям, мы с вами уже знаем, что Земля наша имеет форму шара. Хотя вот дальше немножко вам скажу, точные цифры переведу. Оказывается, что окружность по экватору и по полюсам, она все-таки разная. Ну, к этому мы с вами еще вернемся. Вот интересно, еще Пифагор, это древнегреческий математик, он жил около 500 года до нашей эры, или до Рождества Христова, он считал, что Земля круглая. Также Аристотель, он жил в 350 году до Рождества Христова, он написал трактат о небе, и на основе наблюдений за отражением нашей Земли на Луну, а вы знаете, да, что Земля отражается на Луне, да, и из-за этого создается определенная форма Луны, но интересно, что всегда она имеет округлую форму, да, и благодаря этому он пришел к выводу, что наша Земля имеет круглую форму, а также интересно, он заметил, что если находишься в разных точках земного шара, то ты видишь разные звезды, разные созвездия. Находясь, например, в Египте и на Дальнем Востоке, мы можем видеть разные созвездия. То есть то, что мы видим в Египте, мы не увидим здесь у нас на Дальнем Востоке, точно так же. И там это свидетельствует, если бы Земля была плоская, мы бы с вами видели бы все небо. А так получается, что подтверждается, что Земля круглая. Интересно, что был такой древнегреческий ученый Эратосфен. Он жил в 226 по 1194 года до Рождества Христова. И интересно, что с помощью палочек, солнечных лучей и человеческих шагов он смог рассчитать окружность Земли. И по его расчетам она составила 40 тысяч километров. Он немножко ошибся. Вы сейчас увидите, насколько он ошибся. Если вам интересно, как он это рассчитал, на самом деле, когда я читал эту историю, это удивительно, как он это все рассчитал. Интересно будет, почитайте. Но сегодня с помощью современного оборудования мы можем узнать, что длина на экваторе составляет 40 074 километра. Представляете? Насколько он всего ошибся? На 74 километра всего ошибся. А по полюсам
40 тысяч 8 километров. То есть разница небольшая, практически, ну вот в 60, сколько, в 66 километров, да, разница между длиной экватора и полюса, северным и южным полюсом. И то есть погрешность его совсем незначительная. Это учитывая то, что они мерили шагами там определенное расстояние. Несмотря на астрономические доказательства круглой формы земного шара, сегодня есть те, кто верит в плоскую форму Земли. Представляете, даже сегодня есть такие люди. С ними спорить бесполезно, им ничего не докажешь. Вот они так верят, у них свои убеждения, свои утверждения. Но вы знаете, интересно, что можно даже на основании Библии предположить, что форма Земли квадратная. Вы знаете, да? Не знаете? Я вам сейчас прочитаю в книге Откровения, в 7 главе, в 1 стихе, мы можем прочитать интересные слова. Книга Откровения, 7 глава, 1 стих. «После сего я увидел 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Оказывается, земля квадратная, у нее есть 4 угла. Но мы-то понимаем с вами, что это образное выражение, которое говорит о 4 краях земли, да, как у нас сегодня север-юг и запад-восток. То есть это такое вот как бы представление. Но интересны такие моменты. Но все-таки, что же Библия говорит нам о форме земли? Интересно, что еще пророк Исаия, который жил в 7 столетии до Рождества Христова, Господь ему открыл форму земли. Ребята, кто читает? Книга пророка Исаии, 40 глава, 22 стих. Витя. Пожалуйста. Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую нить, и раскинул их, как шатер для жилья. Спасибо большое. И Алина нам прочитает книгу Иова. Интересно, что Иов, вот достоверно неизвестно, кто написал книгу Иова. Есть два предположения. Если это написал Моисей, то получается книга Иова была написана где-то в 1440 году. А если написал Соломон, то это 950 год до Рождества Христова. Но на самом деле мы с вами видим, что не столь большая разница. Эти люди жили еще до создания телескопа, да, и посмотрите, что Бог говорит через них. Алина, пожалуйста. Книга Иова, 26 глава, 7 стих. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Спасибо большое. Мы видим с вами, что Иов говорит, что Бог повесил землю ни на чем. Значит, вот если бы люди до этого читали Священное Писание, они бы и верили, да, тому, что Бог является Творцом. Они бы понимали, что земля не на китах находится, не где-то там она плоская, да, но она имеет определенную форму, которую задумал Господь, она в виде шара, и земля находится в космосе. Интересно, что некоторые детали очень важные, которые подметил пророк Исаия, и Витя прочитал. Небеса как что? Витя, напомни нам, небеса как что? Как шатер. Совсем недавно мы узнали, что на самом деле небеса полностью покрывают землю как шатер, и это является атмосферой, да, которая закрывает нас от чего? От радиации, от космического пространства, да? То есть если бы не было у Земли определенной вот этой оболочки, то просто бы вот сегодня идет разрушение озонового слоя. И в том месте, где идет разрушение, там, соответственно, идет нехватка кислорода, да? Так вроде бы ученые там исследуют, что-то вот есть определенные проблемы с этим, да? То есть, грубо говоря, если сейчас проделать отверстие в озоновом слое, то весь кислород с нашей Земли что сделает? Высосет в атмосферу туда, да, в космос.
Вот интересно, давайте посмотрим, как удивительно Бог создал нашу планету, да? И нашу Солнечную систему. Посмотрите, наша Земля от Солнца находится какой по счету? Третье по счету, совершенно верно. В центре находится Солнце. Хотя раньше считалось, что Земля является центром нашей Вселенной, да? И все, и Солнце вращается вокруг нашей Земли. Ну и даже были определенные, у исследователей были определенные конфликты с церковью в результате того, что вот теория их была неправильная, да, что все-таки Солнце является центром Вселенной. Земля находится от Солнца на расстоянии 147,1 миллиона километров. При этом зафиксирована максимальная высокая температура на Земле. Кто знает, какая температура на Земле самая высокая была зафиксирована? Ну-ка, давайте посмотрим сейчас с вами рекорды атмосферы. Значит, самая низкая температура на Земле 89,2. Самая высокая это в Африке, значит, город Триполи, да? Плюс 54 градуса. Вы представляете? А если бы наша Земля, Лиза, скажи, пожалуйста, если бы наша Земля находилась бы чуть-чуть поближе к Солнцу, что произошло бы с максимальной температурой? Вот сейчас 50 градусов, 54 было зафиксировано. Стало бы еще жарче, совершенно верно. И все бы здесь испарилось. Самая низкая температура 89 градусов зафиксирована, да, в Антарктиде на станции «Восток». А если бы Землю нам немножко подальше еще от Солнца отодвинуть, что бы произошло бы с этой температурой? Стало бы еще бы холоднее, да? И мы бы все бы здесь замерзли. Невозможно было бы жить на Земле. Самое интересное, есть еще два очень важных фактора. Земля вращается с определенной скоростью. Ребята, скажите, пожалуйста, вот, кстати, давайте я покажу ролик этот. Ага. Вот она, эта картиночка. Интересно, посмотрите. На экваторе Земля вращается со скоростью 171,674 км в час. Да? 1674, да. Значит, по мере приближения к северу и к югу скорость уменьшается. Почему происходит такое, ребята, вы знаете? Данил, знаешь почему? Почему на нашей Земле скорость вращения не везде одинаковая? Совершенно верно. Она разная, она круглая по форме. А скажите, есть на Земле такая точка, где скорость вращения нулевая? Подсказывает вам, подсказывает, ага. А где эта картинка? О, смотрите, человечек стоит. Вот он стоит на северном и на южном полюсе. Там скорость вращения нулевая. Не происходит вращения. А вот теперь скажите, пожалуйста, при такой скорости вращения, если бы Земля резко остановилась, вот раз мгновенно, что бы произошло? Да, если бы я стоял бы там на севере, я бы даже этого бы не понял. Да, дорогие, а вот это вот уникальный случай. Это один из уникальных случаев, который записан в Священном Писании, когда Солнце остановилось. Вы знаете, интересно, что даже в истории запечатлен самый длинный день. Есть фиксация этого дня. Но вы знаете, что самое интересное? Как это произошло? Вот в чем вопрос. Вы представляете, для того, чтобы Солнце остановилось и день увеличился в размере, что должно произойти с Землей? Она должна остановиться. Вы понимаете, это уникально, то есть это невозможно с человеческой точки зрения объяснить, но Бог сделал так, что Земля остановилась, и этого никто не почувствовал. Вы знаете, есть еще один феноменальный случай, который описан в Библии, когда тень
одного человека прошла на несколько ступеней назад. Ну-ка вспомните, кто это был. Хорошо, это вам будет домашнее задание. Посмотрите в Библии, чья тень. Но самое интересное, самая тень царя прошла, одного царя прошла. Это было знамением Бога о том, что он еще проживет некоторое время. Иезекия, совершенно верно. Иезекия. Интересно, что тень пройти назад может в каком случае? Только если солнце начнет по-другому как-то светить, да? Мы точно не знаем, насколько вот это связано с солнечным светом, да? Возможно, то есть, ну, это, но мы знаем, мы и понимаем, что это было какое-то чудо, это было знамение для человека. Но, конечно, вопрос того, что день увеличился в размере во время, когда Иисус Навин совершал вот это освобождение Израиля, да, военные действия были, и нужно было увеличить день для того, чтобы война была закончена, Господь сделал вот это чудо. Уникальные вещи мы видим с вами, которые находятся на страницах Священного Писания. И наш прекрасный мир, который Бог сегодня нам подарил, он тоже очень прекрасен и уникален. И к нему мы вернемся, к размышлению к этому мы придем чуть попозже. Сейчас бы я хотел вместе с вами послушать псалом, который называется «Кистью Творца». Оставаясь на своих местах, мы просто послушаем этот прекрасный псалом и посмотрим на красоту природы. Можно свет выключить? Кистью Творца созданы небеса, мы творим созданы Его рукой. Я благодарю Тебя, мой Господь, и славлю я Тебя. Краски Твои созданы из любви, и душа моя лишь живет Тобой. Мне подарил этот прекрасный мир, благодать Твоя, Господи, надо мной. Все я отдам, чтоб получил от Тебя, мой Господь, Тебе, я принадлежу Тебе. Я благодарю Тебя, мой Господь, и славлю я Тебя. Краски Твои созданы из любви, и душа моя лишь живет Тобой. Мне подарил этот прекрасный мир, благодать Твоя, Господи, надо мной. Кистью Творца созданы небеса, небо и земля, созданы Его рукой. Я благодарю Тебя, мой Господь, и славлю я Тебя. Краски Твои созданы из любви, и душа моя лишь живет Тобой. Мне подарил
благослови. Этот прекрасный мир, благодать Твоя, Господи, надо мной. Краски Твои, созданы без любви, и душа моя лишь живет тобой. Небо гори, этот прекрасный мир, благодать Твоя, Господи, надо мной. Благодать Твоя, Господи, надо мной. Удивительный мир природы дарован нам Господом. И чем больше мы проникаем с вами в познание Слова Божьего, Библии, тем больше мы поражаемся, каким уникальным и прекрасным создал Бог наш мир. Как Он это сделал. Тем более погружаясь в науку, которая сегодня показывает нам вот это величие и многообразие созданного миром, Богом. Хотел бы сейчас с вами открыть книгу «Бытие». Мы с вами хорошо знаем, где написана история о сотворении мира. И даже когда у нас люди иногда спрашивают, как узнать, где почитать, мы рекомендуем, чтобы вот они книгу «Бытие» почитали, первые главы. Давайте посмотрим с вами, каким образом Господь совершал создание нашей земли. Ребята, скажите, пожалуйста, сколько Богу понадобилось время, чтобы создать нашу землю? Молодцы, совершенно верно. Первая глава книги «Бытие». «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Тьма. Ничего не было на нашей земле. Она уже была, но нужно было ее оживить. Первое, что было необходимо, мы видим с вами в первый день. Бог что создает? Бог создает свет. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Интересно, когда мы с вами говорим о дне и ночи, когда мы говорим о свете, у нас сразу ассоциация должно быть солнце. Без солнца жизнь невозможна, не может быть без солнца и света. Но сегодня мы понимаем с вами, что источником света могут быть разные вещи. Да? Есть и электрические лампы накаливания. Источником света может быть и костер, огонь может быть источником света, да? И другие, возможно, какие-то сегодня есть устройства и приспособления, которые помогают нам принести свет. Но мы также с вами должны понимать, что сам Бог является источником света. Я думаю, вы хорошо помните книгу Откровения, в которой описывается город Иерусалим. И там интересно сказано, что Иоанн не видел солнца. А кто был солнцем в этом городе? Сам Иисус Христос, написано, Он был с ними, и Он был источником света. Интересно, да? То есть сам Бог является источником света. И здесь в первый день мы видим с вами, что на нашей земле Бог тоже создал свет. Второй день. Что создает Бог? Витя, прочитай, пожалуйста. Это у нас 6 стих, 6 и 7. Сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделят он воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которую под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. Интересно, во второй день Бог создает небо, то есть создает атмосферу. Вас никогда не смущал такой момент? Бог разделил воду, которая над твердью, над воды, которая
под твердью. Задавались вопросом, да? Как может быть так? Ну, вода под небом, понятно, вода, которая на земле. А как может быть вода, которая над твердью, над небом? Интересно, что есть такое предположение, есть такое понимание, и согласно Библии, я думаю, что мы тоже так понимаем, что до потопа наша земля была окружена водяной оболочкой, которая сохраняла нашу землю от солнечных лучей. Тогда было солнце молодым, очень ярким, и для того, чтобы обеспечить определенную защиту, вот была такая оболочка. Но в момент, когда произошел потоп, написано, что открылись источники небесные, открылись источники из-под земли, то есть вода полилась со всех сторон. И та земля, и та вода, которая была на небесах, она сегодня находится здесь у нас на земле. И сегодня из-под земли вода вышла, соответственно, почва просела. И сегодня спрашивают, иногда говорят, а может быть всемирный потоп повторится? В теории может. Если что произойдет? Если ледники растают. Северный и Южный полюс, если полностью растает, то наша Земля вся полностью покроется водой. Но у нас с вами есть обещание Бога. После потопа Бог сказал, что потопа всемирного больше никогда не будет. И есть очень красивое знамение, которое Бог сказал для свидетельства, что потопа больше никогда не будет. Но и какое он свидетельство показал? Ребята, может быть, нам подскажут? Радуга, совершенно верно. Радуга есть свидетельство того, что потопа на земле больше никогда не будет. Помните об этом. Если вам сегодня скажут, все, наводнение всемирное, все утонем, закупайте срочно резиновые лодки, можете не закупать резиновые лодки. Если только вы не живете где-то, ну и вам необходимо передвигаться на лодке. Почему сейчас радуга образуется? Это очень хорошее и красивое явление, которое происходит в результате преломления солнечных лучей. Когда обычно это бывает после дождя. Дождик проходит, а капельки и водички еще остались на небе. Ты можешь провести эксперимент, взять распылитель в солнечную погоду и попшикать, и у тебя тоже появится радуга. Да вы ж, ну, видите, как прекрасно. А вот здесь в Якутске, да, в Якутске особенная радуга, да, бывает. Как она называется? Она круглая радуга. Я первый раз увидел в Якутске такую радугу. Кому интересно, посмотрите в интернете, я думаю, должно быть. Это очень красивая радуга, да? Еще такое явление здесь в Якутске бывает. 3 солнца. Видели, да? Интересное явление такое здесь на севере. Ну, конечно, здесь у нас есть еще и северное сияние, которое тоже такое очень красивое Бог дал явление здесь вот на этой территории. Хорошо, давайте продолжим. С небом мы разобрались. 9 стих. Алина, прочитай нам, пожалуйста, книга Бытие, 1 глава. Ну, давай, Данил. Данил, книга Бытие. Алина, готовь Библию, она тебе тоже пригодится. Книга Бытие, 1 глава, с 9 по 11 стих, наверное, да? По 12. И сказал Бог, да соберется вода, которая в одно место, и да явится суша. Вот так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. Произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. Спасибо большое. И был вечер, и было утро, день какой? 3. Лиза, внимательно слушала? Скажи, пожалуйста, что Бог сделал в 3-й день? Кратко. Сначала Бог разделил воду от суши. И потом Бог создал разные растения, да? Вот у нас здесь тоже, видите, какие прекрасные растения.
стоят, да? Пальмы, да? Ну-ка давайте посмотрим. Но это на самом деле только малая часть того, что Господь сегодня нам дает, да? Сегодня в мире столько удивительных цветов и растений, экзотических, лианы различные. Люди даже дома строят на растениях, вы представляете? На деревьях. А вот мы в детстве даже шалаши на деревьях делали и тоже на деревьях жили. Играли, да? Жили на деревьях. Да, вот так вот интересно. Сегодня огромное разнообразие растений. Вы знаете, даже ученые сегодня точно не могут посчитать. Есть такие виды, которые неизвестны. Есть, которые уже ушли в небытие, исчезли, да? А есть, которые еще даже не открыты. Следующий день. Алина, прочитай, пожалуйста, с 14 стиха по 17. И сказал Бог, да будет свет на тверди небесной для деления дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. Спасибо большое, присаживайся. Мы видим с вами, что только в 4-й день Бог создает светило, после того, как создал растительность, да? Для чего? Сегодня мы благодаря Солнцу можем определять, какое время суток и даже какое время года. Мы тоже можем определять с вами по Солнцу. Для того Он поставил эти светила на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью. И отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день 4. Но еще помимо 2 светил, большого и малого, Бог создал что в этот день? Звезды. Интересно, сегодня мы с вами понимаем, что это за звезды. Мы с вами звезды какие видим? Разные звезды, но звезды, которые находятся в нашей галактике. Мы можем с вами предположить, что именно в этот момент Бог создает нашу галактику. Потому что до этого момента мы с вами нигде не читаем, что были звезды на небе. Но сегодня мы можем видеть эти звезды, да? И интересно, что однажды Бог Аврааму дал обетование. Он сказал, что твое потомство будет как звезды небесные и как песок морской. Правильно? Интересно, что раньше люди думали, что звезды – это вот те звезды, которые мы сегодня с вами видим. Но на самом деле их огромное количество, они бесконечны. Сегодня мы в ролике с вами тоже могли увидеть, да, что на самом деле наша Вселенная бесконечна. Не только наша галактика существует, но и огромное количество, миллионы, миллиарды галактик. Наша Вселенная бесконечна точно так же, как и наш Бог. Бесконечно. Следующий день. А может быть, не будем читать? Может быть, ребята мне и так напомнят, что Бог создал в 5-й день. Промазала. Неправильно. Кого Бог создал в 4-й день? В 5-й день, да. Хорошо, надо читать. Данил, давай, мы не справимся, надо прочитать. Не помним мы. С 21 стиха по 23. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, смыкающихся, которых произвела вода, и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воду в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день 5. Спасибо большое. Кого Бог создал, Лизочка?
Ну, молодец. Неуклонно. Настойчиво. Господь создал в 5-й день рыб морских. И по небу кто полетел? Птицы небесные. Господь благословил, да, нашу землю, создал различных животных, да. Но есть еще, вот видите, все, я уже тоже животных. Рыб морских и птиц небесных. Хорошо. И последний день, 6-й день. Кого Бог создал, Лиза, в 6-й день? Давай. Человека, а еще кого перед человеком? Животных создал, молодец. В 6-й день Бог создал человека, и только после этого Бог создает Адама. Интересно сказано по поводу человека. И создал Бог, и сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот я даю вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого есть плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу, а зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всякую зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он сделал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день 6-й. Мы видим с вами, что в 6-й день Бог создает животных, Бог создает человека. И посмотрите, если каждый день Бог говорил: и увидел Бог, что это хорошо, и увидел Бог, что это хорошо, а в 6-й день Бог как сказал? Весьма хорошо. Это означает полноту, красоту Божьего творения. Божий процесс сотворения был завершен. Бог сделал все, что было необходимо для жизни человека. Но сегодня у нас есть 7 дней в неделе. Для чего же Бог создал 7-й день? Для того, чтобы мы отдыхали. Наверное, Бог за 6 дней устал и думает: дай-ка я сделаю себе один выходной. Это будет 7-й день. Да? Это не просто день выходной. Это не просто день для отдыха. Интересно, что Адам, он тоже не устал, он не мог устать. Его Бог вот недавно только создал. Но при этом Бог говорит ему дальше, посмотрите. Так совершенны небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог 7-й день, и осветил его, ибо вонный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли, и сотворение их от времени, в то время, когда Бог, Господь Бог, создал небо и землю. Ну и дальше все остальное, что наполняет нашу землю. День 7-й – это не просто день отдыха. Для нас это возможность встретиться с Небесным Творцом. На самом деле 7-й день является памятником творения. Человек, который помнит об этом, который приходит к своему Творцу на поклонение в этот день, он прославляет его как Небесного Творца. Господь говорит о том, что нам необходимо отделить этот день от всех дней и сделать его особенным. Мы с вами понимаем, что в определенный исторический период сегодня у нас в России исчисление дней на неделе немножко изменилось. Кому интересно, как это произошло, можете почитать историю. Изначально у дней недели не было названия. У них была только определенная нумерация. 1-й день недели, 2-й день, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й.
Вы можете тоже посмотреть, почитать историю, как происходило название дней недели. Но единственный день, у которого было собственное название, это была суббота. Шаббат, день покоя. Господь особенным образом благословил этот день и осветил его. Сегодня суббота является благословенным Божьим днем, когда человек может оставить все свои заботы, всю свою повседневную суету и все дела и посвятить время для общения с Богом. Также Господь дает нам субботний день для того, чтобы провести его в кругу своей семьи, общаться со своими родными и близкими. И это тоже благословение для человека. Сегодня Господь создал в нашем мире все уникально и прекрасно. И однажды псалмопевец в 38-м псалме, в 14 стихе сказал следующее. Лиза, скажи нам, пожалуйста, о чем сказал псалмопевец? Вот сюда вот наверх поднимись. Славлю тебя, Потому что потому, я дивно устроен. славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Совершенно верно. Спасибо большое, дорогая. Господь действительно удивительно создал. 38-й псалом. И псалмопевец Давид говорит эти слова. «Славлю Тебя, Господи, потому что я удивительно устроен». И вы знаете, чем больше наука изучает человека, тем больше вопросов у нас сегодня возникает. Чем больше человек проникает в галактическое пространство, вы знаете, что каждый раз телескопы все мощнее и мощнее, все больше и больше у людей возникает вопросов. Дорогие друзья, наш Бог бесконечен. И на протяжении всей Вселенной мы с вами будем изучать нашего Господа и Творца. Иисус Христос обещал, что Он скоро вернется и заберет нас к себе. Он заберет на небо тех, кто ожидает Его возвращения. И даже если человек умрет, не доживет до пришествия Иисуса Христа, как помните, Христос сказал однажды Марфе, Он говорит, я, Марии, я, говорит, воскресение и жизнь. Верующий в меня, даже если и умрет, оживет. Мы с вами сегодня верим обещаниям Иисуса Христа. На страницах Священного Писания есть достоверные источники и небиблейские источники, которые говорят о том, что Иисус Христос – это реальная личность, о том, что Он претерпел страдания и на третий день воскрес. И если Иисус Христос победил смерть, то и ожидающим Его возвращения Господь тоже возвратит жизнь. Дорогие друзья, вот тот мир, в котором мы сегодня живем, конечно, он искажен грехом. Вы знаете, однажды, разговаривая с детьми, я услышал такие слова. «Как я хочу поиграть со львом и тигром». Я так люблю кошек, они такие красивые. Но, к сожалению, сегодня на нашей земле это невозможно. Конечно, есть один человек, который дружит с животными, дружит со львами и тиграми. Я сейчас не помню, как его зовут, но ему очень много пришлось потрудиться для того, чтобы вот создались такие доверительные отношения с животными. Но на новом небе, на новой земле, когда Господь создаст новую землю и населит ее новыми животными, здесь уже не будет ни страданий, ни боли, ни смерти. Все животные будут дружить с друг другом. Все люди будут находиться в мире и гармонии. Никогда уже не будет печали, смерти, страданий и боли. Дорогие друзья, мы живем этим ожиданием. И пусть это обетование Божье исполнится в нашей жизни. Ну а сегодня будем наблюдать за красотой мира, который дарует нам Господь. Пусть имя Божье будет прославлено в нашей жизни. Аминь. Приглашаю сейчас хор прославить Господа в пении.
Прекрасна садочка твоя, и повсюду твой слышится голос, белым листьям свирепе поет, сердце шепчет, как зречь. Эти море покрытые мхом, эти море покрытые небом, небо настоящий песок, небо солнце звездный свет. Боже мой, годы, я с тобою повсюду встречаюсь, когда дороги махом цветы, и ночи до поклона отвечаю. Боже мой, годы, я с тобою повсюду встречаюсь, когда дороги махом цветы, и ночи до поклона отвечаю. И повсюду видно твою кисть, твой ресниц, очерся смехом, детская солнечно светит и чист, если душа моя это ты нам даруешь друзей, это ты научил возбудиться, тобой я хочу все сильнее, и все чаще во сне молиться. Боже мой, годы, я с тобою повсюду встречаюсь, когда дороги махом цветы, и ночи до поклона отвечаю. Боже мой, годы, я с тобою повсюду встречаюсь, когда дороги махом цветы, и ночи до поклона отвечаю. Это ты меня петь научил, это новая песня солнцая, это ты в меня сердце пролил, помни вечности не угасая, как прекрасно солнышко твое, пред величием твоим я не верю. Это ты, Спаситель даешь, все добавишь Боже мой, годы, я с тобою повсюду встречаюсь, когда дороги махом цветы, и ночи до поклона отвечаю. Боже мой, годы, я с тобою повсюду встречаюсь, когда дороги махом цветы, и ночи до поклона отвечаю.
Дорогие друзья, у нас есть за что благодарить нашего Господа, и приглашаем собрание сейчас вместе обратиться к Господу в общей молитве и поблагодарить Его. Наш дорогой, любящий, чудный и дивный Создатель, мы благодарны Тебе за этот прекрасный мир, который Ты подарил нам. Ты дал каждому из нас жизнь. И сегодня мы благодарны Тебе, что Ты хранишь нас по милости Твоей и помогаешь нам увидеть красоту того мира, который сегодня есть еще. Господи, мы верим, что Ты скоро вернешься и дашь нам новую жизнь. Ты даруешь, Господи, нам новый мир, в котором уже не будет ни боли, ни страдания, ни смерти, но Ты будешь царствовать. И люди, которые сегодня ожидают Тебя, которые стремятся к Тебе, они будут иметь радость общения друг с другом в этом новом безгрешном мире. Мы просим, благослови нас жить этой прекрасной надеждой в ожидании Твоего возвращения. Помоги нам быть готовыми встретить Тебя и прославить Твое святое имя. За все благодарим Тебя и славим, за услышанную молитву, хвала Тебе и благодарность. Аминь.